В этих коридорах легко запутаться даже самым опытным агрономам. 30 сортов яблок с названиями королевских титулов. Яблоки, груши и виноград тоннами. В саду «Гигант» приступили к сбору урожая фруктов. Каким будет воротник, рукав и линия талии, девочки выбирали на конкурсе по жребию. На каждое изделие уходило определенное время. К примеру, для изготовления этой блузы понадобилось 5 часов. Творческий подход и знания швейного дела привели к успеху. Фатима Миржоева отличилась в финале национального чемпионата WorldSkills Russia в Казани. Этот танец как бы больше чувственный, то есть как бы рассказывает про пару. Оттачивая каждое движение, солисты госансамбля народного танца «Ингушетия» готовятся к народному женскому празднику Сесарицей. Конкурс традиционно пройдет в 3 этапа. Первые 2 состоятся на районном и региональном уровнях. Отбор конкурсантов на первом этапе пройдет с 11 по 20 сентября текущего года путем онлайн-голосования. Поддержим и Субик-Ботова. Сегодня стартовал конкурс «Народный участковый». Наш корреспондент расскажет, легко ли заслужить народное доверие. Горцы в засаде, паломники, неудачный набег, воззвание к народу. Через эти живописные картины мастер учит видеть прекрасное и призывает к добру и миру. 50 уникальных авторских работ в разных жанрах. Выставка «История родного края» в картинках Алимпаши Джамалдинова открылась в Музее изобразительных искусств. На канале «Ингушетия» время вечерних новостей. Здравствуйте. Первое интервью в должности сенатора от Ингушетии Мухарбек Барахоев дал сегодня национальной телерадиокомпании «Ингушетия». Новый член Совета Федерации обсудил с журналистами первостепенные задачи и планы своей работы. Напомню, что указ о наделении Мухарбека Барахоева полномочиями сенатора от исполнительной власти Ингушетии был подписан 8 сентября. Он приступит к исполнению своих обязанностей уже 25 числа, после открытия осенней сессии в Совете Федерации. Подробности в репортаже Амины Боковой. Экс-глава Сунжинского районного совета Мухарбек Барахоев приступит к своей работе в Совете Федерации 25 сентября. В Верхней палате российского парламента Барахоев будет отстаивать интересы республики в Комитете по экономической политике, который имеет непосредственное отношение к верстке региональных бюджетов и законодательному обеспечению социально-экономического развития региона в целом. Свои первые наставления на новом посту Мухарбек Барахоев получил от главы республики Махмуда Али Калиматова в ходе рабочей встречи. Это вникание в суть работы Совета Федерации, ну и дальше, засучив рукава, включиться в работу по взаимодействию с органами законодательной, исполнительной власти региона и решение тех проектов, тех задач, которые стоят в плане нашей республики. Это и национальные проекты, это и бюджетная политика, чтобы мы на федеральном уровне оказали содействие, принимали активное участие в реализации вот тех проектов, которые намечены здесь и в котором в дальнейшем будут намечаться в ходе дальнейшего развития республики. Основная работа члена Совета Федерации, конечно, законодательная деятельность, поскольку Совет Федерации – это как раз-таки верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации. Ну и, как его называют еще, это палата регионов. И исходя из этого, каждый регион, каждый субъект, который делегирует своих представителей, ожидает лоббирования своих интересов. И будем стараться лоббировать интересы в хорошем смысле слова по продвижению тех экономических проектов, которые необходимо реализовать здесь. Будем стараться делать все от нас зависящее. Открытость – главное качество, которым должен обладать политик, считает Барахоев. Поэтому в своей новой работе сенатор будет делать акцент на работе с населением. Первое заседание, скорее всего, состоится 25 сентября. Это открытие осенней сессии Федерального собрания. Соответственно, после этого, как вы знаете, в Совете Федерации это не только законодательный орган, но это представительный орган. И у каждого члена Совета Федерации есть график работы с избирателями. И по приезду на месте буду смотреть, освещать, обнародовать график приема граждан и здесь, в республике, не только в Москве. И соответственно, вот такая задача стоит.
Мухарбек Барахоев родился 4 января 1971 года в сельском поселении Алкун. В 2000 году окончил Ингушский государственный университет по специальности преподаватель истории. До 2001 года занимал должность директора школы сельского поселения Алкун. Затем был назначен главой администрации сельского поселения. С 2018 года возглавлял Сунжский районный совет депутатов. Срок полномочий нового сенатора соответствует сроку полномочий выдвинувшего его главы региона. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Тюремный срок до 10 лет лишения свободы грозит тете 7-летней Аиши Ажиговой. Магасский районный суд в Ингушетии продлил ей арест на 2 месяца. Женщину подозревают в избиении ребенка. Напомню, Аиша была доставлена в республиканскую детскую больницу в Назране 4 июля. На теле ребенка врачи обнаружили множество травм. Безотлагательно девочку перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. В начале августа Аише ампутировали часть правой руки. Сообщается, что ее состояние улучшается. Она получает сеансы баротерапии. Врачи продолжают заниматься лечением. Более 16 тысяч литров контрафакта нашли полицейские в грузовике, припаркованном рядом с городским парком в Малгобеке. Выяснилось, что перевозимая продукция не имеет соответствующих сертификатов и лицензий. Ее везли в Приволжский федеральный округ для продажи. Именно поэтому вся продукция была изъята. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции напоминают, продажа алкогольной продукции без соответствующей документации противозаконна и может привести к реальному тюремному сроку. В одном из самых крупных сельхозпредприятий региона активно идет сбор урожая. 8 тысяч тонн уже собрано, но в планах цифры рекордные. В саду «Гигант» с бесконечно простирающихся грядок аграрии собирают не только различные сорта яблок, но и груши и винограда. Сбор фруктов доверили умелым садоводам. За этим процессом наблюдал наш корреспондент Залимхан Калоев. В этих коридорах легко запутаться даже самым опытным агрономам. 30 сортов яблок с названиями королевских титулов. От Реджона Принц до Супер Чиф цифки самые известные – Golden Delicious. Может, на вкус и цвет товарищей нет, но этот сорт отлично сочетает в себе именно эти качества. Спелые, румяные свои. В этом году ожидается рекордный урожай яблок – 26 тысяч тонн. Уже удалось собрать 8 тысяч тонн со 127 гектаров. К плодам тут относятся щепетильно. Специальная сетка защищает яблочки от града и солнечных ожогов. И это не единственный метод, но самое главное – продукция экологически чистая. Джона Принц в России, он новый сорт. Сорт очень хороший, очень красивый, приятный на вкус, сладкий, с слабой кислинкой. Созревает он обычно, до сих пор он созревал после 15-го, около 20 сентября. Но в этом году из-за погодных условий этот сорт созрел на 10 дней раньше. И мы вынуждены его собирать. Яблоко за яблоком. Сбором урожая занимаются около 800 садоводов. Во многом труд рабочих облегчает специальный комбайн. Пока одна бригада из 6 человек может наполнить 18 контейнеров, это 350 килограммов, то с помощью этой машины 24, а то и 28. Потому что, с моей точки зрения, ведра с лестниц лично Сахан был молодежи, а может халдаться, но которым уже за 40 лет намного легче на комбайне работать. Потому что лами давал визы, скалвал визы. Намного легче у нас. И интереснее, быстрее работаем. План выполнять до или выполнять до. Каждое дерево способно давать плоды в течение 25 лет. Общая площадь интенсивного сада – 1000 гектаров. С прошлого года здесь стали выращивать груши. Сбор начнется сразу после яблок. Аббат Фатель, Санта-Мария, Декана, сортов всего 3. В общем, планируют собрать около 15 тонн. И это не рекорд, поскольку урожай еще не успел окрепнуть. Он у нас плодоносит в этом году, поэтому мало плодов. А следующий год, даст Аллах, он у нас будет более плодоносным и более
Плоды хорошие, вот крупные. У него чем Аббат Фатель славится? Тем, что плоды у него красивые и крупные плоды. Вкус у него тоже изумительный, своего рода вкус имеет. Но есть сорт Санта-Мария, она уже более ранее поспевает. Между Аббат Фатель и Санта-Мария месяц разница. Санта-Марию мы привезли для опыления. Но Санта-Мария чем привлекательна? Тем, что ее раньше можно убрать и меньше приходится возиться. А с Аббат Фатель она поздний сорт и приходится более дальше работать, более приносит нам проблемы, приходится обрабатывать, ухаживать больше. Уже в следующем году здесь можно будет собрать виноград самых популярных 3 сортов. Лоза раскинута на площади почти 4 гектаров. На то, чтобы полностью смог сформироваться куст и дать добротный урожай, понадобится 2 года. Хотя первые гроздья поспеют уже в будущем году. Хотя для нас хватило бы на следующий год длина лозы вот 1,5 метра, но из-за того, что он должен быть сформирован более качественно и более лучшая лоза, чтобы получить, ее надо удлинять сколько возможно. Чем длиннее лоза будет, тем здесь она будет толще. И это даст нам на следующий год более качественно, более лучший урожай. Поэтому ведется вот процесс подвязки, удлинения лозы. И мы начнем придет осень, опадет лист, мы проведем обрезку и начнем ее как бы укрывать, чтобы, если в случае чего будут крупные, очень низкие температуры, ниже 20-25, чтобы они не попали под удар морозов. Продукция «Сад-гигант Ингушетия», начиная от яблок и заканчивая сливами, уже поставляется в 45 регионов России. Садоводы собрали сливы, абрикосы и персики, а в октябре склады сада заполнят яблоки и груши. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24. Сегодня известному журналисту, народному писателю, публицисту Вахе Хамхоеву исполнилось бы 67 лет. Он был одним из идейных вдохновителей становления ингушской государственности и большим патриотом своей родины. Ваха Хамхоев сделал многое для правоохранительной системы своего края, отдав лучшие годы службе в органах правопорядка. Также он внес большой вклад в развитие ингушской литературы, воспитал плеяду молодых литераторов. Произведения Вахи Хамхоева на литературном ингушском языке не только по-новому открывали глубину культуры нашего народа, но и воспитывали в нем чувство патриотизма. Хамхоевым переведены на ингушский язык стихи Александра Пушкина, Расула Гамзатова и других классиков. 15 февраля 2014 года Вахи Висангиреевича не стало. Он ушел скоропостижно, на пике своей профессиональной славы. И хобби, и специальность, и профессиональное мастерство. Студентка колледжа сервиса и быта Назрани Фатима Миржоева отличилась в финале национального чемпионата WorldSkills Russia в Назрани. Молодой мастер швейного дела представила Ингушетию в компетенции технология моды. Конкурсные испытания заключались в выполнении технического рисунка модели женской одежды. Как с этим справилась участница от нашего региона, расскажет Арина Тичоева. Каким будет воротник, рукав и линия талии, девочки выбирали на конкурсе по жребию. На каждое изделие уходило определенное время. К примеру, для изготовления этой блузы понадобилось 5 часов, для изготовления брюк 6 часов. Наши участницы хорошо справились с заданием. Не случайно здесь в колледже есть все возможности для того, чтобы готовить специалистов на такие престижные соревнования. Все техническое оборудование соответствует стандартам WorldSkills. Именно на таких машинках и учила шить свои изделия Фатима Миржоева. Эскиз, моделирование готового образа. Мода – это искусство, и создание нарядов – настоящий талант и упорный труд. Фатима представляла Ингушетию в финале национального чемпионата WorldSkills в Казани. Девушка продемонстрировала лучшие результаты в компетенции технология моды. Быстрее всех участниц она шила блузу. В национальном чемпионате было 4 модуля. Это брюки, конструирование, моделирование и пошив брюк, пошив блузки, макетирование, эскизирование. Закончила отшивать брюки за час до назначенного времени. Меня готовили мои мастера. А сколько часов занимались? По 8-9 часов. Наверное, это и помогло, да? Да.
Конкурсные задания действительно были сложными. Для участия в национальном чемпионате в Казань поехала целая команда из Ингушетии. Готовили участницу мастера производственного обучения, конструктор и технолог пошива. Каждое изделие там имеет ограничение во времени. И чтобы соответствовать, закончить вовремя, соответственно, мастера, они должны тренировать так участниц, чтобы они укладывали заданное время. Потому что эта игра играет огромную роль. Потому что в задании написано, пошито, не пошито, должно быть одето на манекен. И так мы прошли региональный чемпионат. Благодаря региональному чемпионату мы отобрали лучшую студентку нашего колледжа. В данном случае это была Амиржоева Фатима. И мы поехали на отборочные соревнования. В отборочных соревнованиях участвуют 48 регионов. Это большая конкуренция. И чтобы пройти, вы знаете, это очень тяжелая задача, это тяжелая работа. Благодаря усилиям и большой работе Фатиме удалось войти в десятку лучших. И это несмотря на то, что участницы из других субъектов владели уровнем юниорок. С нуля начали они это задание. Брюки, потом эскизирование, макетирование, вышивание. Вышивание мы не проходим. Это более такая кружковая работа. Самостоятельно она это все дома делала. Здесь мы отшивали блузки, брюки. Чуть-чуть макетированием занимались, эскизирование она сама, и вот это вышивание тоже это домашняя работа была. То есть вот студентка, которую мы отобрали, это был правильный выбор, потому что человек очень ответственно относился. Помимо того, что она здесь по 8-9 часов, еще домашнее задание на 4 часа. В принципе, она очень достойно выступила, если учесть, какой сложный этот национальный чемпионат. Фатима Амиржоева уже создала свою коллекцию одежды, пока это только конкурсные работы, платья, блузы, юбки и даже брюки. Платье из хлопчатобумажной ткани отшивалось за 10 часов, оно на подкладе, рукав волан, отрезное по линии талии. В моде, потому что... Как правило, все модельеры еще и хорошие художники. Любое платье, жакет или пальто изначально появляется на рисунке, а уже потом умелыми руками мастера превращается в готовое изделие на манекене. Фатима Амиржоева сейчас работает над новыми моделями. Здесь, конечно, будет намного больше работы. До того, как отшить пальто, я зарисовываю идею. На данный момент актуальны тренчи, пальто, макинтоши. Из плащевки длинные, французские длинные. Первый макинтош и первый тренч я сошью для себя. Сейчас колледж готовит участников для участия в региональном конкурсе. По плану задания будут сложные. Отбирать конкурсантов будут из первых и вторых курсов. А пока девочки вовсю учат азы этого нелегкого, но интересного дела. Рина Цычоева, Рахман Цуров. Новости 24. Только за прошлый год Ингушетия смогла реализовать в другие регионы нашей страны свыше 9 тысяч тонн зерна и 270 тысяч тонн ячменя. Экспорт этой продукции требует наличия соответствующей документации. В Россельхознадзоре по Ингушетии обсудили работу за второй квартал 2019 года. На совещании докладчики в развернутой форме отчитались о проделанной работе. Большой упор был сделан на контроле качества зерна в регионе. На сегодняшний день Россия прочно вошла в тройку мировых лидеров по экспорту зерна. Это и не удивительно, потому как наше зерно по количеству, по качеству соответствует всем стандартам. В частности, на совещании говорили о надзорных мероприятиях в регионе. За отчетный период нами проведено 70 контрольно-надзорных мероприятий. Это плановые и внеплановые проверки и рейдовые мероприятия. Составлены протокола, вынесено 97 постановлений, наложено в общей сумме штрафов на сумму 16 500 рублей и взыскано 100%. В области обеспечения качества безопасности зерна поступили к нам заявки на получение фитосанитарных документов. При подаче заявки мы это зерно обследуем, направляем в лабораторные для проведения экспертизы и на выявление в них карантинных объектов. То есть из них у нас было выявлено всего 4 случая, всего поступило заявок 1950. В остальных случаях все документы были оформлены согласно требованиям законодательства и без нарушений.
В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы власти Ингушетии намерены создать более 200 новых субъектов предпринимательства до 2024 года. По информации Министерства экономического развития республики, в регионе будет проведен комплекс мероприятий, направленный на вовлечение в предпринимательскую деятельность жителей республики и содействие созданию собственного бизнеса, включая поддержку начинающих предпринимателей. Для этих целей региону выделено из федерального бюджета более 20 миллионов рублей. Изящно, грациозно и с национальным колоритом проходит подготовка танцоров к важному выступлению. 16 сентября Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» проведет концерт, посвященный народному женскому празднику Сесарицей. Программа мероприятия обещает быть яркой и насыщенной. За ходом репетиции наблюдала моя коллега Тамара Хашагульгова. Репетиции с раннего утра и до позднего вечера. Солисты готовятся к предстоящему празднику Сесарицей, или, как еще его называют, День ингушских амазонок. Они действительно умеют парить над сценой, как говорится, ловкость ног и никакого мошенничества. Чтобы на концертах каждый раз совершалось маленькое чудо, а сердце зрителя замирало, и нужны предварительные репетиции в поте лица. Все под зорким контролем хореографа. Движения должны быть отточенными, а ритм и синхронность безупречными. К женскому ингушскому празднику Сесарицей ансамбль «Ингушетия» готовится уже неделю. Иса Балкоев в танцах с 14, пришел в хореографию в 5 лет, а в главном ансамбле республики только 4 месяца. Сейчас оттачивает трюковую часть концертной программы наравне с другими. Трюковая часть пока сама пока трюки же тоже поджатые, 2 в колено повороте, поэтому халичва. Массу можем танцевать, массу мы сможем танцевать, но трюки это у нас. Рассвет в горах, девичий, встреча у родника. Эти танцы давно стали визитной карточкой труппы. Ингушские танцы отличаются от других кавказских характерными только им движениями, азартом, четкостью и эмоциями. Именно за это их и полюбила солистка ансамбля Тамила Хаштырова. Хотелось бы рассказать про один танец, который мы хотим станцевать на данном мероприятии. Он будет новый, то есть в программе он будет впервые. Этот танец как бы больше чувственный, то есть как бы рассказывает про пару. То есть парень в бурке, в национальном одеянии, а девушка скромная в национальном костюме с башлыком. Ансамбль «Ингушетия» за 25 лет существования успел опробовать множество танцевальных помостов. В его копилке награды и кубки российских и международных смотров и конкурсов. К слову, творческая труппа только недавно вернулась из Франции. С 23 по 27 августа там проходил 22-й фестиваль российского искусства. Искрометные танцы буквально поразили французского зрителя. Выставки, кинопоказы, концерты. Программа была насыщенной. И именно нашему ансамблю удалось выделиться на фоне остальных творческих коллективов. Ингушетия выполнила почетную миссию, открыла международный фестиваль. Приняли ансамбль восторженно. Выступление ансамбля зрителю понравилось. Я сужу потому, что по отзывам мы уже получили письма за подписью организаторов фестиваля с благодарностью, что ансамбль выступил превосходно, на высоком профессиональном уровне. Ингушский зритель тоже скоро сможет насладиться танцевальным искусством ансамбля народного танца. Концерт в честь празднования Сесарицей намечен на 16 сентября. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Сегодня все подразделения МВД России по вопросам миграции отмечают свой профессиональный праздник. Их службе исполнилось 300 лет. Основы паспортизации в России были заложены Петром I, который возложил обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан на полицию. В настоящее время сотрудники МВД России ведут планомерную работу по оказанию государственных услуг в сфере миграции. Актуальной ее частью является решение вопросов, связанных с приемом в гражданство России, оформлением и выдачей иностранным гражданам и лицам без гражданства документов для въезда, проживания и временного пребывания в стране, а также для осуществления трудовой деятельности.
Десятки тысяч участковых уполномоченных полиции России претендуют на звание лучшего. Сегодня по всей стране стартовал конкурс «Народный участковый». Именно они приходят первыми на помощь жителям, круглосуточно работают с населением, занимаются профилактикой преступности. Выбирают народного участкового путем голосования в интернете. В конкурсе участвует и участковый уполномоченный полиции Насыркорта Иса Бекботов. Как и до какого числа можно проголосовать за лучшего участкового и какие шансы у нашего земляка стать народным, расскажет Михаил Тангиев. Утро уполномоченного участкового полиции Исы Бекботова начинается с обхода своего участка. Хотя и неофициально, но он уже давно по праву является по-настоящему народным участковым. Со слов местных жителей, страж порядка в любое время суток готов прийти на помощь, стоит лишь обратиться. телефон датиеш постоять телефон датиеш есть туху цавасак боли телефон датиеш хаят администрация хава хада как деш отеш хада характеристика цак проблем ночеш тидер хам зхадан شيء حاليا уко хаду неодно кратно каждый день ахве бомочет документиц разбор документов, прием заявлений от граждан, выезды на места происшествий и массовых мероприятий. Быть участковым отнюдь нелегко, делится полицейский. Приходится трудиться по 7 дней в неделю и не думать о выходных. А как иначе? Для Исы его работа – это прежде всего призвание. Еще в детстве он мечтал стать полицейским. Можно смело сказать, что это больше, чем работа обычная, потому что постоянно ты общаешься с населением. Наш регион, как вы знаете, он специфический, родственные связи. К каждому человеку надо подойти по-своему, каждому человеку надо объяснить все по-своему. Ведь работа участкового уполномоченного, она первоначально, самая главная задача работы участкового уполномоченного – это профилактика и предупреждение преступлений и административных правонарушений. То есть работа с населением, предупреждая возможные нарушения, доводить до людей, до масс, что нельзя, что можно. Всюду успеть и всем помочь. С таким девизом вот уже более 20 лет майор полиции Иса Бекботов верой и правдой служит своему делу. На вверенном ему участке проживает более 3500 жителей Насыркорского округа. Везде успеть задача сложная, делится Иса, но выполнимая. Тем более, что своим районом он вполне доволен. На обслуженном мной административном участке очень хорошая оперативная обстановка. Преступления очень редко происходит какое-то преступление. В основном мелкие административные правонарушения в сфере хищения газа, света. Как правило, во время выездов Иса Бекботов регулярно посещает среднюю школу номер 11 города Назрань. Местные ребята уже давно привыкли к доброму полицейскому. И порой сравнивают Ису с персонажем из советского мультика «Дядей Степой» из-за высокого роста. А руководство школы очень ценит содействие участкового в воспитательной работе с учениками. Хочется отметить, что Иса Бекботов систематически с нами посещает всех наших трудных посещает детей, оставшихся без попечения родителей, оказывает посильную поддержку и помощь. Даже для того, чтобы какие-то беседы с учащимися старших классов провести по дисциплине, по порядку, всегда он на связи, всегда приезжает. Каждый через день появляется в школе и принимает активное участие. Даже скажу больше, что мы считаем, что Иса Бекботов член нашего коллектива больше, чем как является сотрудником МВД. Участвовать во всероссийском конкурсе «Народный участковый» Исе предложил коллега, победитель прошлогоднего конкурса Зураб Аркинхоев, который лучше всех знает, как его товарищ выполняет свои обязанности, а значит, у него есть все шансы получить звание народного. Грамотный, порядочный парень, и я думаю, что ему не составит труда выиграть этот конкурс. Я участвовал в прошлом году, выиграл региональный этап. Но, думаю, Иса займет одно из первых мест во всероссийском конкурсе. Вся информация об участниках всероссийского конкурса, представляющих наш регион, будет размещена на официальном сайте МВД. Региональное министерство внутренних дел призывает всех жителей региона и подписчиков в социальных сетях проявить активность и выбрать лучшего уполномоченного участкового полиции.
Конкурс традиционно пройдет в 3 этапа. Первые 2 состоятся на районном и региональном уровнях. Отбор конкурсантов на первом этапе пройдет с 11 по 20 сентября текущего года путем онлайн-голосования. Лидирующие по количеству набранных на сайте регионального МВД голосов конкурсанты автоматически попадают во второй тур голосования, который стартует 7 октября и продлится до 16 октября. Победитель республиканского этапа определится путем подсчета голосов. Заключительный этап конкурса продлится с 1 по 10 ноября. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в канун Дня участковых уполномоченных полиции. Михаил Тангиев, Рахман Суров, Новости 24. В Ингушетии создадут первый на Северном Кавказе 3D-музей наследия ингушского народа. В нем будет располагаться более 2000 исторических экспонатов. Залы будут относиться к определенному периоду времени, как, например, древность, античный мир, аланский период, средневековье. Музей будет создан на средства гранта форума Таврида. Это сумма 1 миллион рублей. В команде проекта более 20 молодых людей. На начальном этапе музей появится в 3 учреждениях региона. Это Ингушский государственный университет, этномузей на башне Согласия и музей краеведения имени Тугана Мальсагова. В планах реализация проекта до сентября 2020 года. А вот в Государственном музее изобразительных искусств в Карабулаке состоялось открытие персональной выставки известного чеченского художника Алимпаши Джамалдинова. В экспозиции представлено почти 50 уникальных работ, написанных автором в различных художественных жанрах. Выставку с говорящим названием «История родного края» в картинках Джамалдинова посетила наш корреспондент Жердат Халухоева. Завораживающая природа и народные мотивы. В этой самобытности кроется главная тематика презентованных в Государственном музее изобразительного искусства новых работ Алимпаши Джамалдинова. На них изображено прошлое родного края художника, богатого легендами о мужестве и отваге горцев и изящной красоте горянок. В основном я пишу на бытовой жанр, исторический, бытовой. Я люблю очень историю Кавказа. Я хотел в этих картинах показать обычаи, традиции нашего народа, культуру, чтобы наше подрастающее поколение смотрело, видело, какие у нас были обычаи и традиции, любовались и брали все самое хорошее. История родного края, написанная в картинах, не первый подарок художника ингушским ценителям искусства. В прошлом году Алимпаша Джамалдинов презентовал более 70 картин Ингушскому музею. В честь этого была организована большая персональная выставка, посвященная творчеству автора. Все картины выдержаны в одной тематике, и большая часть из них написана маслом. Любовь Алимпаши к ингушской культуре объясняется просто. Многие обычаи на Кавказе у всех почти одинаковые. Есть там разница, но в основном одинаковые. Уважение к старшим, любовь к своей родине, уважение к матери. В основном я хотел показать обычаи и традиции ингушей. Вот этой теме у меня есть картина, посвященная народ, который уважает свою родину, любит свою родину, уважает обычаи, традиции предков. Этот народ никогда не исчезнет в этом мире, какой бы он маленький ни был. Мастер, для которого сохранность исторической идентичности народов Кавказа для будущих поколений намного важнее материальной выгоды. Внутренняя организованность и духовная дисциплина позволяют художнику работать в полную силу своего таланта и в самых разных жанрах. Эту многообразность исторической эпохи смогла прочувствовать и Марем Мамилова. Картины все красочные, яркие, красивые. Хотелось бы почаще, чтобы были вот такие выставки, чтобы мы могли знакомиться с историей своего края. Всего полгода потребовалось автору, чтобы отобразить всю любовь к родному краю, традициям и обычаям. В прошлом преподаватель черчения изобразительного искусства Алимпаша Джамалдинов взял в руки кисть только в 2014 году. Но в его коллекции уже сотни работ. Эти 45 картин стали ее бесценным дополнением. Горцы в засаде, паломники, неудачный набег, воззвание к народу. Через эти живописные картины мастер учит видеть прекрасное и призывает к добру и миру. Для этого автор не ограничился ни тематикой произведения, ни сюжетом, ни жанром. Пейзаж, историческая картина, портрет – все это путь к творческому постижению. Для достоверности своих картин и вдохновения автор много путешествовал по Кавказу. Для Ингушского музея изобразительных искусств сотрудничество с художником стало одним из приоритетных. Он очень отзывчивый, добродушный. И для нашего фонда он сделал, можно сказать, немало
добрых дел. Им было передано около 80 работ в наш фонд. Даже не передано, а это подарено. Около 80 работ живописных полотен и 50 работ графических рисунков. Его работы мы часто выставляем во всех выставках, и они пользуются огромным интересом. Несмотря на то, что автор относительно недавно влился в мир художественного искусства, ценителей его таланта уже очень много. Но самый главный его фанат – дочь Элита. Начиная от чистого полотна, она была свидетелем того, как под кистью отца краски оживают. За этим процессом, знаете, очень волнительно, так как вы смотрите на чистый лист бумаги, и совершенно в одночасье на этой бумаге вырисовывается такая композиция, такая картина, что задумываешься, наверное, человек действительно, у которого есть призвание быть художником, только такой человек может, наверное, осуществить в реальность свое воображение. Талант Алим-Паши находит почитателей не только в узком кругу, но и далеко за пределами родного края. Все желающие смогли сегодня насладиться его творчеством, улыбнуться или в тайне пустить слезу, потому что образы напоминали о прошлом. Особенно вот картина здесь есть. «Нить жизни» называется, у него работа такая. Она меня очень так, не знаю, близко так тронула душу. Там есть эти наши старинные вьюнок, по-моему, вьюнок. Это специально нитку делает шерстяную. Такая вот специально вручную сделана тоже. И есть расческа еще, которая шерсть расчесывает. Это тоже очень старинный. Она у моей мамы тоже была в доме и до сих пор есть. И моя мама тоже мне всегда помогала вот, в моей работе. Она мне всегда эту нитку сама вот, крутила. И я потом эту пряжу красила. И вот художник показал как бы вот нашу жизнь тоже в своей картине. У художника всегда как бы есть свой почерк. И по этому почерку можно узнать, что это работа именно этого художника. Но в любом случае одна работа на другую не похожа. Они в разной цветовой гамме. Тут надо обратить внимание, что он показывает не только обычаи, традиции, но и костюмы. Тут выдерживается цветовая гамма, какие были костюмы, какие были фасоны, как ходили люди, в какие времена, в различных каких-то ситуациях жизненных. Поэтому это все очень важно. Выставка продлится до конца сентября, так что у каждого желающего есть возможность соприкоснуться с историческим прошлым нашего народа, отображенным на холстах. Жарадат Хулхоева, Мербек Мержоев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Национальном.